Время 9:42. Температура воздуха 23 градуса. Так, ночевали мы вот в этом мотеле. Название у него не вижу никакого. Родничок вроде. Родничок, да? А, родничок. А, по карте, да, точно. Это где-то какая-то деревня, расположена она под Павловском, да. Какие-то там сады. На карте даже не нашла название. Это я помню по табличке, когда мы заезжали вчера. Вот оттуда мы приехали вчера. Главное, когда съехали с трассы М4 Дон, вот сюда, на эту трассу, пришлось еще заплатить 260 или 230 рублей. Значит, спросили, а вы где-то с Воронежа едете? Я говорю, нет, мы со стороны едем юга, ну, Крыма. И, то есть, видимо, у них две разные суммы. Если ты с Воронежа едешь, одна сумма, а если ты со стороны юга едешь, то другая сумма. Но какая, не знаю. Вот, мы едем. Это старая трасса М4. А, это старая трасса. Раньше по ней ездили, когда не было платки. Бесплатная трасса М4. Да. Вот мы сейчас по ней едем. Путешествуем дальше. К Олимпиаде где-то ближе. Это вот, наверное, 13-12 года, вот эти вот года. Платку, да? Чем платка отличается от бесплатки? По платке едешь как по автобану, классно, тут же все, сейчас фуры, будем тащиться, обгонять, сзади тащиться. Ну и тут двухполосное движение, а там То четырехполосное. есть, в принципе, конечно, по бесплатке ездить комфортно. Да даже заплатил это там 200 рублей. По платке ты имеешь в виду, как комфортно? По платке, конечно. Тут мы едем, потому что... Да, без платки. А, по бесплатке? Да. Не, я сказал, по бесплатке ездить комфортнее. Ой, по платке, по платке. Да. По платке, конечно. Платка — это значит платная дорога. А за без папы бесплатный, зато вот вышел в поле. А, вот даже лег. Ничего, сиденье вытащил из машины. Вон там дядечка и лежит. А как у тебя, да? Наверное, да, я думаю, что у меня. Сейчас проверю. Да ладно. Ничего себе, мы такое ощущение, что по взлетке летим на самолете. Ну, Обалдеть. а может, бывший аэродром какой-нибудь, нет? Не, вряд ли. Обалдеть, она широченная. Вообще. Это все М4, бесплатная дорога. Обалдеть, да. И машин. Такой асфальтобетон какой-то, да? Да, асфальтобетон, я говорю, как взлетная полоса. Интересно так. Взлетка? Ну как взлетка там? Может, действительно какой-нибудь старый аэродром был? Не знаю. Да, вон фуры что-то стоят. Обалдеть, просто мы первый раз по такой дороге едем. Зачем посередине там? И все, да-да-да, мне такое ощущение, это был взлет как сам. Взлетка. Мне кажется, тут был какой-то старый, может, аэродром, я не знаю. Брали. Не знаю. Сейчас я на картах посмотрю. Ой, два колеса не едут. О, точно, задний, смотри, вон. А это называется ленивцы. Он их, когда пустой поднимает, когда полный опустит на асфальт. Ничего себе. То есть он А сейчас... ленивцы их называют, потому что, как бы, когда он пустой, все едут, а они просто висят. Типа экономят шины, что ли? Наверное. Интересно. Короче, он пустой. А, вон она впереди, платная дорога. Мы сейчас над ней пролетим. Как красиво. А вон он, да, платный пункт издалека. Кто-то сейчас едет на юг. А кто-то на север. А мы едем поперек. А мы не туда, не сюда. Куда мы едем? Никто не знает, мы сами не знаем. О, пошли уже селянские дороги.
это сделали. Вот она, черная земля, чернозем. Кстати, сегодня шел всю ночь ливень. Не зря мы вчера весь день ехали в тучах. Сегодня, конечно, тоже облака висят. О, вот он, чернозем накидан. Шестакова проехали. Это белый песчаник. Посмотрим, что за этим подъемом. Такая пустая дорога, где мы где-то едем, может. Такое ощущение, как будто у нас где-то по Каменке. Объячьего, блин. Да нет, Он понятно. делал, мне показалось 100 коров. Только О, тогда только коровы, стадо да, черные. Я подумал, знаешь, как чернозем, что ли? А вот, наверное, пастух у коров. Я не знаю, пастуха не похож. Не похож? Да нет, может, ходил он за продуктами. Ехали в Бутурлиновский район. Косят, пашут, сеют. Уже магнит. Справа пятерочка. Хмельная миля. Продажа яблок. Яблочки продают. Семена Александровка. Ну это неправильно, не 5. У меня показывает еще 26 километров. А там 50 вроде написано было. Не может быть 50. Да. Не знаю. Крутой поворот налево. Так, тетя Оксана, вы куда нас завозите? Сама не знаю. Это жопу мира. Ну туда вообще просвет маленький-маленький. Вообще так красиво, кстати. Очень красиво. Они как специально наклоняются сюда, да? Одни в эту сторону, другие в эту. Да. Как будто от друг дружки тянутся. На кассе на 0,5. Это на 0,5. Проехали селекционно-генетический центр Агро. Видимо, тут что-то придумывают, какие-то растения выращивают. Так, вот. О, остановка. То ли да, Наверное. Справа пшеница, слева подсолнухи. Так, ну покажи обувь. Так, потом все об траву Ну да, конечно, тут же чернозем. Ой, какая красота. И главное, сюда все повернуты, да? Да, а те туда повернуты были, по той стороне. Которые по правой стороне были. Ну, вот здесь поле не такое интересное, как я тебя фото. Ну, а тут не видно. Да, да, да. Тут будет просто вот подсолнухи и все. А там, как они были нескончаемые. Ура! Мечта сбылась! Какие они красивые! Сейчас их поближе сниму. Ну красота же! Какова красота, какова красота! И это бесконечная красота! И далеко, и широко крас. Да, чернозем. Знаешь, как липнет вообще? Это как глина. Да, какая глина, это как, я не знаю. И трудно отмывается. Ну конечно, вон агрокомплекс какой-то. Ну да, вот оно, столько техники тут. Ох, какая техника. Или он заброшен? Да нет, тут ничего Здесь- заброшенного нет, да. Да, здесь
А слева опять забыла какое. Ну давай. Вспоминай свою. А мы въезжаем в Семено-Александровку или еще не въезжаем? Там, мне кажется, уже, скажем так, пригород. А это все эти для зерна. Пригород у села? Да? Пригородная зона. Пригородная зона у села.